Уважаемый Денис Олегович, дорогие друзья, во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение участвовать в вашей круглой столе. Вроде как я с комитета по охране здоровья, но я сам не врач. Я вообще экономист, строитель. И в 2000 году вышла такая книга «Философы 19-20 века России» в МГУ, Московский государственный университет, выпустил, и почему-то меня там тоже записали, что я вроде как экономист, вернее, философ 20 века, который имеет право войти в список этих уважаемых людей. Чтобы вы поняли, зачем я здесь оказался. Тема, которую мы с вами круглого стола, это национальная идентичность. Даже вот несколько лет назад американский философ Фрэнсис Фукуяма написал целую книгу про национальную идентичность. Там расписал он там все функции национальной идентичности. И почему я из Якутии оказался у вас? Я так понимаю, это молодежная корейская диаспора проводит, да, общественная организация. Примерно так, точно, наверное, называется, например, не так. Дело в том, что у нас в Якутии на сегодняшний день живет где-то 1500 корейцев. 1500 корейцев. И есть очень уважаемые, очень такие сильные люди. И вот я в детстве тоже родился в деревне, селе Верхний-Луис, и вот на нашей улице, улица Кентикская называлась, рядом почти через дом жила семья корейцев. У них дедушка был коренной кореец, он оттуда с Кореи приехал. Насколько я понял, еще 20-е годы прошлого века. И потом у него родились дети, и вот, Николай был таким тоже, он себя считал корейцем, но он уже родился в Якутии, у него было 10 детей, мы с ними все дружили. Но самое интересное, что я помню, там не самый лучший, может быть, участок, но вот дедушка их, там очень много выращивал много чего, начиная с лука, заканчивая маком. Но мы мальчишками туда не совсем легально ходили там маки пробовать. Поэтому я корейцев, можно сказать, с детства знаю, с детства уважаю. Это очень такие красивые, сильные люди. И поэтому я, когда пригласил, я с благодарностью принял это приглашение. Для начала я хотел бы маленькие методологические, если так можно выразиться, замечания. Да? У нас называется так: патриотизм во имя стабильности. Я вижу в этом словосочетании некое насилие, потому что национальная идентичность, патриотизма без национальной идентичности быть не может. Просто быть не может. А тут, написано как будто бы, да, я читаю так: должен быть патриотизм, чтобы у нас была стабильность. То есть мы должны насильно туда кого-то затолкать, да. На самом деле это, конечно, никак никогда не получится, потому что национальная идентичность, она как бы основа основ, оттуда уже другие вещи. И вот я вернусь к этому уважаемому Фрэнсису, он наш как бы уже сейчас на другой стороне, да, баррикад, но все-таки он написал 5 принципов. И вот он говорит 5, функций национальной идентичности. И первое, самое главное, он пишет про физическую безопасность, да, самая главная функция. И в этой связи тоже я вот вспоминаю свое детство, да. Мы мальчишки, росли в деревне, и мы обязательно себя идентифицировали, мы с этой улицы, а те другие с другой улицы, да. И мы, естественно, там, если не боролись, то дрались. Но когда мы с этой деревни уезжали в другой населенный пункт, например, в Якут, да, в столицу, то мы уже все вместе были, идентифицировали себя выходцами из этой деревни. Но когда мы из Якутска уезжали в Москву, то мы уже идентифицировали себя как уже якутяне, народ Саха и так далее. Да? А когда мы уезжаем за границу, нас все, вне зависимости от, будем говорить, разреза класс, все считают россиянами и русскими даже. Да? Поэтому идентичность, она такая гибкое понятие, в то же время она начинается именно с этой маленькой этнической идентичности, национальной идентичности и в целом. Поэтому можно было немножко по-другому назвать, но это уже дело хозяев. Так? Вот вопросы национальной идентичности мне очень актуальны. Вот у нас в Якутии тоже очень актуально. Вот буквально неделю назад, я специально принес с собой, буквально неделю назад вышла такая книга «Происхождение народа Саха».
Вот мы это тоже поиски идентичности, да, откуда мы, откуда родом, кто мы, да, какие у нас культурные коды и так далее, да. И вот я обнаружил, что мы в каком-то роде, значит, где-то там в наших предках и корейцы, и один из таких ветвей наших корней, они где-то были вместе, а потом корейцы уехали туда, а мы туда, наверх, на север. Это очень интересно. Вот, и вторая функция это вот для качества управления. Да, если не будет идентичности, если не будет коллективизма, если не будет как бы вот дисциплины, значит, да, то, естественно, управлять таким коллективом, таким обществом это очень сложно. Третья функция это вот такая национальная идентичность, это она содействует экономическому развитию. Она содействует экономическому. Вот у нас в Якутске есть такой, ну, будем говорить, кореец, да, Артур М. Что он обеспечивает город Якутск картошкой, капустой, даже арбузами, да. Очень трудолюбивый, очень талантливый человек, и он, ну, все его уважают. Все его уважают. Понятно, вот было бы интересно с ним поговорить по данной проблеме. Да, он себя считает якутянином или корейцем? Конечно, этнически он кореец, но он якутянин, он там родился, он там вырос, он там живет и работает. И все его уважают и любят, да? Поэтому вот этот вот вопрос, он очень важен для экономического развития. Вот, ну и самое главное, конечно, это расширение круга вот экономического, значит, и политического, так сказать, вовлеченности, да, если мы все, вот мы можем сказать, да, есть этническая так бы идентификация, есть социальная идентификация, я там из рабочих, там не знаю чего, ну и есть гражданская, значит, идентификация. В этом смысле, значит, вот, ну, вот я, якут, вы корейцы, этнически так, но мы все россияне. Да. По гражданству мы все россияне. Если мы это понимаем, если мы это воспринимаем, и мы на это опираемся, тогда у нас есть вовлеченность в политические процессы. Вот у нас в Думе есть такой Сергей Тен, он этнический кореец, но это очень большой патриот России. И он очень активно работает как депутат. Вот я не знаю, почему его не пригласили. Очень, может быть, у него времени не было, да? Вот поэтому вот такая очень важная функция. Ну и, значит, одна из последних функций, это, конечно, эффективная социальная защита. Потому что в природе равенства нет. Кто-то высокий, кто-то там низкий, кто-то толстый, кто-то худой, ну, кто-то богатый, кто-то бедный. Да? Вот. И меры социальной, значит, социальное обеспечение, социальной помощи, они тоже имеют огромное значение. Ну, вот такой бытовой пример, да, бытовой пример, когда, условно говоря, человек видит, что, значит, два разных человека соединут, то, конечно, душой болеет того, кто близко. Да? Это так человеческая природа устроена. Тут никакого, условно говоря, вредности нет. Поэтому это очень важно для того, чтобы, вот мы все говорим, мы своих не бросаем, когда вот там идет специальная военная операция, это значит, вот мы хотим и в другом плане, в социальном плане защищать. Да? Вот, поэтому это очень важный вопрос, который вы сегодня поднимаете, и важно, чтобы молодежь, потому что вот в последние 30 лет мы, конечно, молодежь совсем запутали, да? Вот буквально недавно в официальных стратегических документах нашей страны, в указах президента, Россия названа цивилизацией, государством цивилизации. Это что означает? Это означает, что мы не Запад и не Восток, но особая цивилизация. И теперь перед нами стоит задача, чтобы мы вот эти коды, ну и понятно, что первое, что бросается на поверхность лежит, это мы многонациональная, многоконфессиональная цивилизация. И это значит, мы каким-то образом должны сформулировать наши культурные коды, найти объединяющее начало, чтобы мы как цивилизация не распались, а наоборот развивались. В этом главная наша с вами задача. И то, что мы с вами вот такой разговор затеяли, я думаю, что у вас какие-то рекомендации будут. Если в сторону Государственной Думы будут какие-то, я с удовольствием готов взять в работу для использования в своей законотворческой работы.